Более 20 предприятий презентовали свою продукцию в ходе туристической выставки «Апсны Харека». Она проходила во время 6-го международного туристического форума «Визит Апсны». О выставке, о том, какая продукция была на ней представлена и насколько важным и полезным для туриндустрии стало это мероприятие. Пообщаемся с участниками выставки «Апсны Харека», представителями московской компании по поставке промышленного прачечного оборудования, директором по продажам Галиной Гуц и ведущим специалистом компании Алексеем Косолапенковым. Здравствуйте, уважаемые гости. Итак, расскажите, пожалуйста, о самой выставке, во-первых, об атмосфере, о том, насколько это мероприятие было содержательным, может быть, масштабным. Вот что вас удивило, приятно, что... На наш взгляд, это одно из лучших мероприятий, в котором мы принимали участие. Мы очень благодарны организаторам, в частности, в лице Анны Калягиной. Спасибо, что пригласили нас в солнечную Абхазию. Сложилось все, и обстановка, и доброжелательная обстановка, и место проведения выставки, прекрасный отель «Нарт». Все было красиво. Сама организация очень порадовала, то есть были разумно организованы и перемежались выступления спикеров с какими-то перерывами, когда посетители выставки могли легко и непринужденно пообщаться с участниками, для того, чтобы участники представили свою продукцию, сконтактировать. Порадовало, конечно, количество и качество посетителей. То есть это были и ательеры, это были, что нам очень радостно было отметить, проектные организации. Нам, как поставщикам прачечного оборудования, где проект и инженерные коммуникации являются очень важной составляющей поставки, было очень важно найти такие контакты местные, которые в дальнейшем, я надеюсь, помогут нашему сотрудничеству, помогут решать какие-то вопросы на местах, конечно. Вот у Алексея спрошу, а вот то, что подчеркнула сейчас Галина, о том, что важно, чтобы на стадии, скажем так, на этапе проектирования уже предусматривалась возможность поставки, установки какого-то специального оборудования, в частности, у вас речь идет о прачечном оборудовании, это для санаториев, для отелей очень важно, скажем так, момент. Вот насколько вообще важно то, чтобы оно было на этапе проектирования? И часто ли вы встречаете такие компании, когда действительно это предусмотрено? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-первых, спасибо за приглашение, за возможность выступить на такой прекрасной площадке. На мой взгляд, я еще раз повторю слова Галины, что выставка-форум, на котором мы присутствовали, на мой взгляд, по уровню организации и по уровню ведения переговорного процесса и сессий со спикерами, это одно из лучших мероприятий, на которых мне доводилось присутствовать. Касательно вашего вопроса, Белла, по поводу проектирования, конечно, это один из важных аспектов на этапе строительства любого объекта размещения, потому что необходимо предусматривать определенные площади, определенные пути заноса, потому что оборудование габаритное, оно не всегда может пройти в определенные проемы, которые оставляются, например, уже после процесса строительства. То есть это все надо предусматривать, плюс предусматривать определенные мощности, которые потом будут выделяться на прачечное оборудование, потому что промышленное оборудование и профессиональное прачечное оборудование, оно энергоемкое, необходимо определенные требования по киловаттам, по водоснабжению, это определенное давление воды, по сливу, потому что машины промышленные имеют свою систему слива, это, как правило, слив самотеком, поэтому все эти нюансы важны, и это необходимо учитывать при строительстве объектов размещения, там, где может находиться прачечная. А вот, кстати говоря, в Абхазии много старых отелей, возможно, нет такого, скажем так, таких площадей, как вы отметили, для прачечной. Вот что бы вы сказали, всегда, понятно, легко прийти в новый отель, а вот если старый, что вы можете предложить? И вообще были ли какие-то у вас, не знаю, запросы, да,
к вашим, ну, чтобы вы какую-то услугу оказали, помогли с этим делом. Если отель старый, допустим, и при реновации вот такое возможно? Вот такой у меня немножко вопрос какой-то, чуть-чуть обо всем сразу. Вопрос, на самом деле, насущный, актуальный. Такие нюансы случаются, когда в самом здании санатория, гостиничного комплекса нет помещения, которое может отвечать необходимым требованиям по организации прачечной, тогда возможно организация прачечная в отдельно стоящем здании, например. То есть это строительство либо нового какого-то помещения специально под нужды, которые будут связаны с прачечной, либо это переделка, возможно, какой-то хозпостройки, которая есть на территории, а я думаю, что у 99% объектов есть площади, где можно организовать какую-то небольшую постирочную, например. Ну, вообще, действительно, выставка – это возможность представить себя, да, посмотреть, что у других. Насколько вам с точки зрения профессиональной было интересно участвовать в этой выставке? Вот к вам, Галина. Были ли, скажем так, люди, которые заинтересовались вашей компанией, теми возможностями, которые вы можете предоставить? Вот что бы вы сказали по этому поводу? Ну, конечно, каждая выставка – это обмен контактами. Вот. И учитывая, что мы все работаем в одной области, те участники, которые присутствовали на выставке, они так или иначе, обращаясь в выставку туризма, то есть находясь на ее площадке, то есть они общаются с ательерами, с гостиницами, с санаториями, то есть мы обмениваемся контактами. Это в дальнейшем нам позволяет лучше коммуницировать на местах. То есть мы приехали из Москвы, но мы узнаем очень много региональных партнеров. В этом году были партнеры с Крыма, с Краснодарского края, с Иваново. То есть это в любом случае обмен информацией, что большой плюс и возможность расширять свои границы и возможности. Хотя наша организация хоть и существует уже 30 лет, но тем не менее никогда не бывает много информации. Ты всегда почерпнешь что-то нужное для себя, для дальнейшей работы. Угу. А какие отзывы были? Была ли заинтересованность со стороны? Крайне заинтересованность. Кто больше всех интересовался? Ательеры, конечно. Ательеры, конечно. И, кстати, вот вы упомянули о том, что есть какие-то старые здания, которые невозможно с точки зрения коммуникации оснастить потом нашим оборудованием. Но более того, есть еще относительно небольшие отели, которые не могут найти такие площади, которые просто не располагают такими мощностями электрическими. И вот здесь уже подключаются на самом деле предприниматели, у них начинает работать предпринимательская жилка, они понимают, что им проще объединиться и сделать какую-то, возможно, прачечную, то есть это уже коммерческая составляющая такая, то есть или где-то имея площади, возможности, землю и коммуникации, создать собственную прачечную, например, если речь идет об нашем оборудовании, для того, чтобы обеспечивать себя этой услугой, предоставлять эту услугу другим, таким же относительно небольшим гостиничным комплексам, гостиничным домам, гостевым домам. Вот это тоже такое интересное направление. Ваша, скажем так, продукция, да, это, понятное дело, такое специальное оборудование, действительно необходимое в тех или иных масштабах для того или иного отеля и так далее. А что конкретно было еще представлено, что дает, скажем так, возможность судить о том, насколько эта выставка была полезна именно для на практике для тех людей, которые занимаются турбизнесом, и прочее. Угу. Там автоматизация отелей там была, то есть там текстиль. Что мы еще, Алексей, увидели? Алексей, кстати, может дополнить. Да. Что вам было интересно увидеть? Там еще? Комплексные решения для прачечной, для отеля в плане автоматизации, в плане какой-то системы безопасности, единой сети управления. То есть это поставка продуктов питания с местным колоритом, это поставка
текстильных изделий, которые необходимы и которые являются визитной карточкой. То есть на каком белье гости спят в номерах, какими полотенцами они вытираются. Это немаловажно. Это один из показателей статусности отеля, да, то есть один из плюсов, по которому многие будут в дальнейшем, например, его выбирать. И, кстати, опять возвращаясь к теме прачечной, промышленное прачечное оборудование, которое мы в том числе поставляем, оно позволяет давать и вторую жизнь белью, тем самым экономя на приобретении дополнительных комплектов. Начинаются чудеса. Чудеса начинаются, да, праздничные. Не будем. Поэтому здесь, на самом деле, выставка, на мой взгляд, информативная. Были представлены поставщики и услуг, и товаров, и услуг по помощи в бронировании, для того, чтобы можно было гостям оперативно находить нужные для них локации. Кстати, вот непосредственно к вашей компании обращались именно, скажем, ательеры из Абхазии, те, которые работают здесь у нас? Более того, по итогам данного мероприятия мы провели 2 встречи. Одна из них в Пицунде. Да, одна из них в Пицунде. То есть мы приехали в отель, посмотрели, а другая непосредственно в Гаграх, буквально в 2 минут от Нарта. Так что интерес живой. То есть это не мертвое мероприятие, когда ты познакомился, обменялся контактами, и результата нет. То есть, а это действительно живой интерес, и я надеюсь, что это понесет за собой какие-то договора, проекты, поставки. То есть уже какая-то конкретика у вас намечается? Конкретика, да. Плюс это перспектива всегда в любом случае. Кто-то приходит немного позднее к тому, что надо организовать свою прачечную, имея на то ресурсы. И сейчас, объяснив наш подход к делу и обменявшись мнениями, мы можем рассчитывать на какую-то обратную связь в недалеком будущем. У нас есть и такие примеры, и по результатам текущего мероприятия, которое было вот буквально 6-7 числа. Ну, вот мне понравилось, что вы сказали, что вот одна из лучших выставок, которую я видела, посетила, да. Несмотря на то, что вы, московская компания, скажем так, искушенная присутствием, я так понимаю, на многих там экспозициях и прочее. Вот что еще, зацепило? Вот тот момент, что говорила Галина, что это живое мероприятие, или, может, я не хочу вам подсказывать? Да, я понял. Да, действительно, мы много где присутствовали, и в этом году мы побывали во многих местах и на многих региональных выставках. На мой взгляд, форум, который прошел 6-7 октября в Абхазии, в Гаграх, отличается очень хорошей организацией, очень хорошим таймингом. То есть все продумано до мелочей. Были обдуманные паузы между выступлениями спикеров, между какими-то сессиями, чтобы люди могли свободно пообщаться между собой, между поставщиками, между столами производителей каких-то услуг, обменяться мнениями, найти какие-то общие точки притяжения и соприкосновения, спокойно перекурить. Я хочу дополнить, на самом деле. Просто иногда такие мелочи, например, как пообедать, да, то есть для участника выставки довольно сложно. А здесь организаторы подумали о том, чтобы организовать нам какие-то обеденные перерывы на территории там, шведского стола отеля Нарт того же, да, то есть там организовали нам потрясающий выездной обед. Кроме того, был вчера замечательный фуршет, закрывающий выставку. Мало того, что это было красиво, это было очень вкусно, очень там такие шеф-повара. То есть это было... вся вот эта... Из таких вот мелочей, соткано ощущение, которое мы увозим с собой в Москву. Кто-то посмеется, например, я добавлю, да, кто-то посмеется и скажет, что это не маловажный фактор, но для многих людей комфортная температура
в помещении и в зале, она тоже является показателем твоего душевного спокойствия. Для меня это важно, например. Ну, кстати, вам повезло вообще с погодой. Да. Но я немножко про другое. То, что повезло с погодой, это вообще просто подарок и дар небес, да. Я немножко про другое. Я про комфортный температурный режим в зале. Не было ни душно, ни холодно. То есть все могли себя ощущать спокойно и свободно. Поэтому хороший зал, прекрасное оформление, прекрасное место для проведения подобного мероприятия, на мой взгляд, подобрано идеально, с прекрасными видами, где можно спокойно в перерывах прогуляться, подумать, обдумать план дальнейших действий, прекрасно поработать, если тебе необходимо быстро ответить на какой-то рабочий вопрос. То есть работало все. И вот из этих мелочей и складывается общее впечатление о мероприятии. И оно, поверьте мне, только положительное. Кстати говоря, когда вас пригласили, скажем так, во-первых, как-то вот на вас вышли, или вы сами это высказали желание? Вот, это была рассылка организаторов. Да, это была рассылка организаторов просто. Вот такая рандомная, да. Мы решили откликнуться. У нас поступали уже заявки, так сложились, опять же, обстоятельства, что буквально за некоторое время до этого получения приглашения у нас было несколько запросов из Абхазии, и тут звезды сложились, что называется. Мы поняли, что надо обязательно поехать, и у нас будет реальная возможность и познакомиться по месту, и посмотреть людям в глаза, потому что одно дело мы в Москве здесь, то есть нужно пожать друг другу руки и познакомиться, и подробно донести о себе. С потенциальными партнерами. Да, с потенциальными нашими покупателями. Одно дело это телефонный разговор, когда ты не видишь собеседника. Другое дело, когда ты с ним сидишь за одним столом и разговариваешь глаза в глаза. Всегда живое общение, оно открывает немножко другие перспективы, на мой взгляд. Поэтому здесь, да, действительно, на самом деле мы немного думали, откликнуться ли нам на приглашение, и изнутри почувствовать, что такое выставка в вашем прекрасном регионе. Да. Нисколько, ни грамма не пожалели, и только положительные эмоции. Если говорить в целом о самом характере мероприятий, то как вы считаете, какие возможности вообще открывают вот такие туристические форумы, такие выставки, где, скажем, куда стягиваются вот такие компании, как ваша, со своей там продукцией, со своим оборудованием, со своими достижениями какими-то, да? Вот насколько это важно для туротрасли, скажем, той страны, которая проводит, да и вообще для тех стран, кто участвует? Конечно, это в первую очередь информация для тех, кто находится на местах, и возможность для тех, кто приезжает. Вот, поэтому здесь, что называется, контент вот такой возникает, когда живое общение перерождается в какие-то реальные проекты. Но из этого, наверное, и складывается все. Это вот когда стекаются желания, возможности и... желания и возможности, пожалуй. Да, я считаю, что это крайне необходимо, и очень мы рады, конечно, что вот такое сотрудничество российско-абхазское, оно, надеюсь, продолжится и будет только укрепляться, да. Очень бы хотелось, потому что такая здравница, как Абхазия, конечно, она должна быть оснащена только лучшим. Таким потенциалом, да. То есть здесь все, и море, и горы, и воздух, все предназначено для того, чтобы люди сюда ехали. И, конечно, нужно, чтобы было побольше информации, побольше на самом деле, наверняка вы в курсе, что, скажем, вопросы туризма здесь у нас очень остро и обсуждают, и решаются, пытаются сделать наш, скажем так, туризм круглогодичным, чтобы люди приезжали круглый год, и поэтому какой-то толчок в развитии, он всегда нужен. Вот эти форумы, считаете ли вы, что могут этому способствовать? Потому что там же приезжают люди не только, которые показывают, да,
что не только говорят, вернее, да, как нужно, по их мнению, делать, но и те люди, которые показывают непосредственно свое оборудование, которое на определенном уровне держит сервис. Конечно, тот же, да? конечно. Конечно, это все вместе, это все пазлы одного дела, одной большой детали, которые, складываясь, они дают этот толчок к развитию конкретно здесь туризма и вообще индустрии гостеприимства. Вот, кстати, индустрия гостеприимства из много чего складывается. Вот на ваш взгляд, что больше всего необходимо Абхазии? Вот вы все-таки говорили с какими-то, с людьми заинтересованными, скажем так, да, в развитии своего бизнеса с помощью каких-то технологий, которые вы можете предоставить. Вот что вам показалось? Все есть у Абхазии для того, чтобы туризм в ней развивался, прямо скажем. Есть гостеприимство, есть солнце, есть море, есть такой богатый край. Наверное, нужно только немножечко все это благоустроить. Есть очень много потрясающих отелей, вообще европейского класса. Мы были удивлены, когда, собственно говоря, пообщавшись с кем-то из посетителей выставки, мы для того, чтобы узнать, что за отель, да, чтобы немножечко разузнать о нем, посмотреть, то есть там количество номеров, то есть чтобы мы понимали, то есть какие там возможны объемы дальнейшие, да, и мы были удивлены там фотографиями, видами там и так далее, то есть теми услугами, которые предоставляются. Есть практически все. Я даже не знаю, что нужно еще. Ваше мнение какое? Вот для развития туризма здесь, в Абхазии, да и вообще везде. Да, в Абхазии, конечно, специфично, может быть, с учетом того, что вы поняли для себя, что вы считаете нужно бы привнести, да, не знаю, может, правда, действительно какие-то технологии побольше, или что бы вы сказали, или очевидное, сервис, вот это чисто такое гостеприимство человеческое, или что вы думаете? Куда уж больше, да, на мой взгляд, да, очень гостеприимство человеческого здесь более чем много. Но тем не менее, мы встречали только радушных людей, начиная, с момента, как только мы сошли с самолета, начиная от такси. Да. Каждый готов помочь, и мне кажется, это гостеприимство, радушие и природа должны рано или поздно в любом случае принести свои плоды. Это уже сейчас происходит. Сюда едут люди сюда возвращаются, и они едут конкретно только к вам. И они говорят, мы не хотим рассматривать больше ничего, кроме побережья Абхазии, например, да, потому что это земля, которая манит и которая к себе зовет. Я поняла, что вы не хотите критиковать наш турсервис. Возможно, нужно какие-то технологии, конечно, вводить там в большей степени там, и так далее, более европеизировать, не знаю. Мне кажется, что все это доступно, в принципе. Галина частично сказала о том, что, наверное, важно то, что и приятно то, что общаются представители туриндустрии на таких мероприятиях России и Абхазии. Вот ваша точка зрения на этот вопрос, и почему, на ваш взгляд, вам это бы нравилось или не нравилось? Содружество, общение между... но все-таки, мы, считаете, в одном поле, находимся, но, тем не менее, страны разные. Вот насколько важно общаться? Общаться важно всегда. Именно, особенно в такой сфере. Всегда обмениваться опытом, он никогда не бывает лишним. Человек учится всю свою жизнь, поэтому нельзя останавливаться на каком-то одном этапе. Ты должен постоянно саморазвиваться. А такие форумы и такое общение, когда люди из России, из регионов, например, Центральной России, и люди, которые проживают здесь, имеют немножко разные подходы к ведению отельного бизнеса, например. И каждый может
у каждого почерпнуть какие-то нюансы, которые потом будет использовать в своей работе. Я считаю, вот эти вот российско-абхазские взаимоотношения в плане обмена опытом, они очень важны. Спасибо. Я напомню, что о том, как прошла выставка «Апсны Харека», которая недавно завершилась в рамках 6-го международного туристического форума «Визит Апсны», мы говорили о том, как прошла эта выставка, какие предприятия показали свою продукцию, оборудование, насколько важным и полезным было это мероприятие. Мы говорили с представителями московской компании по поставке промышленного прачечного оборудования, директором по продажам Галиной Гуц и ведущим специалистом Алексеем Косолапенковым. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Всего вам. доброго.